У эфіры першы нацыянальны канал беларускае радыё, праграма «Актуальны мікрафон», у студыі Алена Давідовіч і я, Дмітрый Рубашны. Сродкі, якія зароблены на рэспубліканскім суботніку, пойдуць на узвядзенне нацыянальнага гістарычнага музея. Новы будынак музея і парк народнага адзінства завершыць фарміраванне раёна, які называюць кварталам беларускай дзяржаўнасці, побач з будынкамі Палаца Незалежнасці, Вярхоўнага суда і плошчай дзяржаўнага сцяга. Сёння у нашай студыі дырэктар Национального гістарычнага музея Беларуси Александр Хромой. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Добрый день. И добрый день, наши уважаемые слушатели. Как всегда, приглашаем вас к разговору. Пожалуйста, присоединяйтесь по прямому телефону 317 97 21. Это минский номер, напомню, код Минска 017. Еще раз наш прямой телефон в студии 317 97 21. Ну, а короткий смс-вопросы традиционно по номеру 1062. Как всегда, ждем наших активных слушателей, пользователей. Пожалуйста, присоединяйтесь. Будем ждать ваших звонков. Новое здание музея будет располагаться в очень таком знаковом месте нашего города. И фактически вот каждый человек, который принимал участие в субботнике, он косвенно уже участвовал в строительстве нашего Национального исторического музея. Как вообще прошел сам субботник, расскажите. Ну, у меня нет информации, как прошел субботник, но я думаю, я чувствую, и сотрудники исторического музея, что сама идея строительства принципиально нового музея в Беларуси, она поддержана обществом. И когда я общаюсь с посетителями музея или вообще с людьми, которые меня знают или приходится общаться, я чувствую, что эта идея, высказанная президентом, пользуется поддержкой. Этот процесс очень интересен, и нам всем желают, чтобы у нас все получилось, чтобы через некоторое время, чтобы все посетили новый исторический музей и почувствовали всю красоту нашей истории, и чтобы увидели, насколько у нас богатая, интересная история, и какие перспективы хорошего нашего будущего государства Республики Беларусь. Давайте все-таки сроки мы тоже озвучим еще раз. Называлась дата 17 сентября 2026 года. Вот такая звучала дата. Для строительства музея это... Я не буду здесь гадать по срокам. Перед нами стоит задача к концу 2026 года, как на субботнике сказал президент, с большего уже принять первых посетителей. То есть задача стоит, и мы ее реализовываем. В любом случае строительство не станет долгостроем. Мы даже не рассматриваем таких вариантов. Строители настроены сдать объект своевременно. Музейные сотрудники вместе с нашими ведущими историками, нашими специалистами в области истории активно сейчас работаем над тем, чтобы экспозиция была интересной, правдивой и уникальный в своем роде, для того, чтобы потом с экспозиции исторического музея брали все пример и чтобы подтягивать всю нашу остальную музейную сферу до этого уровня. Что касается концепции нового музея, какие пожелания высказал президент? Как вот эта концепция дорабатывается? Александр Григорьевич поставил задачу, чтобы мы показали всю нашу историю, не утаивая никаких страниц из нашей истории. Подчеркнул, что нам нечего бояться, мы гордимся нашей историей. Главное ее показать такой, какой она есть, без прикрас, без националистического уклона, для того, чтобы наши граждане знали свою историю, для того, чтобы мы не выпячивали себя в противовес нашим соседям, но для того, чтобы мы показали, что мы ценим себя
как белорусов, как нацию, свою историю. И мы готовы, все истории свои подчеркиваем, что мы всегда были миролюбивый народ и всегда готовы жить в дружбе, согласии как с нашими соседями, так и помогать делать наш мир вообще красивым и процветающим. Показать нашу историю объективно, без преувеличения, но с достоинством. Да. Новый музей, скорее всего, мы ожидаем, что он может стать таким местом, который должен посетить каждый белорус. И это очень важный такой объект для идеологической работы. Вы согласны с этим? Вообще, ценность музея заключается в том, что человек, который попал в музей, ему ничего не надо доказывать. Музей – это изначально прекрасное место для дискуссионных площадок, для проведения конференций, потому что в музее представлены артефакты, которые подтверждают нашу историю. Если события не было, мы его не можем показать. А музей – это именно то пространство, которое именно историческими предметами показывает правоту и наглядно демонстрирует нашу историю. Это единственное такое объективное место, где кто угодно может там доказывать свою историческую концепцию, свой взгляд на историю. Но музей объективен. Если мы смотрим фотографию, она показывает то, что на ней запечатлено. И других вариантов быть не может. Поэтому объективность истории можно показать только через музей. И поэтому мы четко отдаем себе отчет, какая перед нами стоит задача и что мы должны сделать для того, чтобы прекратить спекулировать нашей историей. Это единственный способ показать нашу правоту. И концепция, разработанная историками, ведущими историками нашей страны, она как раз стремится вот именно запечатлеть всю нашу историю, все наше богатство, для того, чтобы больше прекратить спекуляции как со стороны оппозиционных структур, так и наших соседей, которые доказывают, что мы не являемся какими-то историческими субъектами, что мы появились недавно, как с Луны свалились. Поэтому задача создания новой экспозиции, задача создания нового музея заключается именно в этом. Это главный идеологический музей, который должен показать нашу историю такой, какой мы должны ее видеть. А каким образом эта задача будет реализована? Что нужно сделать и как составить экспозиции, чтобы человек, который выходит из музея, он чувствовал гордость за свою страну и понимал, что вот эта государственность и независимость, которую мы имеем, это заслуга многих поколений белорусов. Это процесс. Это большой, сложный творческий процесс, над которым мы ежедневно, ежечасно работаем. Поэтому я сейчас не хочу говорить о тех решениях, которые мы уже приняли и которые еще примем в будущем, но то, что я уже вижу, оно интересно. Для меня, хотя мне трудно чем-то уже искусить, много чего видел, но то, как через что мы показываем нашу историю, оно уже интересно. При этом хотелось бы, конечно, больше предметов, больше каких-то исторических артефактов получить. Но мы над этим тоже работаем. Мы чувствуем полную поддержку со стороны государства, общества, и нам никто на сегодняшний день не мешает. И это вот мы благодарим вот за то психологическое спокойствие, которое у нас ощущается, потому что мы можем спокойно работать дальше над экспозицией. Александр Васильевич, ваши запасники очень богаты, мы это знаем. Вот разместятся ли они на новых площадях, или все-таки еще что-то останется? Мы не ставим задачу все запасники выставить в музее, потому что
Мы выставляем только те предметы, которые нам необходимы для показа нашей истории. Всегда должен быть какой-то запас дополнительных дидактических предметов. Это не значит, что мы предметы выбираем те, которые подходят под концепцию. Ничего подобного. Под концепцию подходят все наши фонды, и мы стараемся как раз работать над тем, чтобы история была показана объективно. Всегда, когда работаешь с предметами над выставочным проектом, экспозицией, всегда учитывая, что объективно не все входит для показа, всегда в любом случае остается что-то другое. Вот. Для этого как раз существует и выставочное пространство, которое дополнительно раскрывают какие-то темы. Наша история очень богатая. Мы, какой бы огромный музей ни строился, мы будем делать экспозицию вместе с выставочными залами на 14 тысяч квадратных метров. Как бы не были большими эти площади, все равно детально мы всю нашу историю не охватим. Поэтому всегда существуют выставочные залы, которые под какие-то юбилейные проекты, под какие-то наши государственные праздники всегда будут нашу историю дополнять. Мы это делаем не только на территории нашего музея, но также принимаем активное участие в республиканских акциях, где тоже показываем через наши фондовые предметы дополнительно какие-то детали нашей истории. Поэтому, что все фонды будут выставлены, это такая иллюзия, которая... Это проблема многих ведущих музеев, когда есть что показать, большие фонды, а вот площади не всегда, конечно, позволяют. Но здесь-то новое здание музея, да, во всяком случае, если сравнивать с теми возможностями, которые есть сегодня и которые будут, то, конечно же, Понимаете, мы должны понимать, что новый музей, который мы сделаем, он не будет повторять российский Эрмитаж или Государственный исторический музей. А у нас, к сожалению, нет таких экспонатов мирового уровня, как в крупнейших музеях планеты. Но у нас есть экспонаты, которые показывают нашу историю. Нашу самобытность. Нашу самобытность. И на сегодняшний день нам этого достаточно для того, чтобы начать работу именно с этого. В музее будет в новом здании задел на будущее, потому что история пишется каждый день. И будут новые экспонаты, которые отражают наше время и будут рассказывать о тех годах, которые мы еще не прожили. Нет, это всегда вопрос стоит перед любым музеем, перед нами в том числе. Мы постоянно следим за всеми нашими политическими, экономическими, культурными событиями. И когда видим, что что-то происходит, в том числе и я, и мои сотрудники сразу берем это событие на карандаш и пишем письма с просьбой о том, чтобы для фондов нашего музея были предоставлены определенные предметы. Этот процесс идет постоянно. Единственное, что есть дискуссионные вопросы, которые нужно решать всем мировым сообществом. Например, на сегодняшний день, когда мы говорим про 80-летие Великой Победы, мы можем выставить коллекцию фронтовых писем. В сегодняшнее время, к сожалению, очень сложно показать, потому что многое перешло в электронный формат. Все переписываются скорее через смс-ки, электронные сообщения. И, к сожалению, это недолговечно. Мы постоянно чистим память нашего телефона, и для истории мало что остается. Поэтому это вопрос дискуссионный во всем мире, как сделать так, чтобы наши рабочие письменные источники, которыми мы пользуемся, чтобы они оставались, чтобы о нашем времени осталась память у потомков, чтобы понимали, чем мы жили и как мы развивались вообще. Опять же, письма, они оставляют почерк. Сегодня все переходят на фактически печатные буквы. Это тоже немножко изменяет нашу культуру. Но мы тоже, как и весь мир, находимся в поисках золотой середины, как сохранить даже в этих новых реалиях, новых условиях нашу историю. Если собрать зал, который бы рассказывал о 2025 году, что бы вы туда включили, чтобы это было интересно не только сегодня, но и потомкам?
Уже в нашу экспозицию, в наши фонды включены предметы, связанные с инаугурацией президента Беларуси. Включены предметы, связанные с выборами, президентскими выборами, которые проходили в нашей стране. На сегодняшний день, возможно, это кажется как-то рядовое событие, но, опять же, в начале года нами проведена большая работа вместе с Центральной избирательной комиссией для того, чтобы все материалы, которые использовались для проведения вот этих больших политических мероприятий, чтобы они уже остались в фондах нашего музея. Это уже сделано. То, что потом не найдешь. Конечно. И, опять же, вот сейчас вся страна переживает 80-летие Великой Победы. Опять же, очень важно уловить дух народа, чему мы сегодня радуемся, чем гордимся, кого помним, о ком скорбим, для того, чтобы наши потомки четко понимали, почему для нас сегодня дата 80-летия Великой Победы важна, и мы ее выносим в качестве главной даты вот этого года. Поэтому работа идет постоянно, кипит. Вот, и когда приходит на работу молодой сотрудник, который хочет работать в музее, я постоянно говорю, что, вы понимаете, у вас стоит перед вами стоит очень серьезная задача. Представьте, что вы должны войти в машину времени, и для того, чтобы там в прошлом объяснить наше время, вы должны взять какое-то ограниченное количество предметов, чтобы наше время было понятно. И, пожалуйста, вот обрисуйте ситуацию, чтобы с собой взяли, и какую бы выставку вы для людей другого времени бы сделали, чтобы объяснить, откуда вы прилетели, откуда переместились, и чтобы вот наше время было понятно. И через это я понимаю, кто готов к музейной деятельности, а кто не видит большой разницы между теоретической историей и музейным показом через предметный ряд, который он даже для себя формирует. Вот этот ваш образ, да, он мне напомнил, в Берлине есть музей ГДР. Очень популярное место, особенно у людей, которые жили в то время, а также у туристов, которые родились в Советском Союзе. Потому что там можно увидеть предметы, которые, в общем-то, были частью жизни нашей. И предметы интерьера, и одежда, и посуда того времени, и бытовая техника. Люди как будто окунаются в прошлое. Вот как в нашем национальном музее историческом будет показан советский период. Чтобы, знаете, не только как филиал ВДНХ, где можно увидеть какие-то предметы, которые составляли гордость того времени. Вот какая-то там символы, флаги, там какая-то техника того времени, да, но и то, что составляло наш быт и повседневную жизнь. Вот почему бы, я не знаю, это вот, опять же, такой пример. Обычная хрущевка того времени. Уже давно люди сделали ремонты, а вспомнить, как выглядела жизнь обычного человека в то время. Или деревенский домик. Это тоже, такова была жизнь белорусов. Хороший вопрос. Для нас он очень актуален. И мы постоянно делаем на протяжении всей истории нашего музея делаем проекты, которые показывают колорит какой-то эпохи. Советская эпоха, она тоже разнообразна, она сама по себе большая, длительная по времени, поэтому мы постоянно работаем над этим. Мы понимаем то, что поколения объективно меняются, и для каждого поколения времена его молодости наиболее интересные и запоминающиеся, которые он хотел бы рассказать своим внукам и донести, вот чем они жили в самую бурную свое время жизни. И могу сказать о том, что, во-первых, у нас есть наш первый музей, который появился на территории БССР, это был музей первого съезда РСДРП. И
Вот как раз этот весь музей работает на то, чтобы показать период, когда проходил первый съезд, чтобы он был понятен для каждого, кто пришел в этот музей, для начала. Чтобы понимали наши посетители, что там происходило и почему это было в таком небольшом домике, обычном, можно сказать, деревенском даже. И объяснить вселенский масштаб тех событий, которые там произошли. Это для начала. Я сегодня не буду рассказывать, какие мы приемы и через что будем показывать советскую эпоху в нашем новом музее. Это еще рано. Мне кажется, я еще не имею морального права это делать. Но могу сказать, что на сегодняшний день, когда мы показываем 50-е, 60-е годы у нас в музее, я, кстати, заметил, что очень большой популярностью пользуется радиоприемник, обычный советский такой, и аудиорассказ, например, аудиосказки, которые звучали в том числе и по белорусскому радио. С большим интересом наши посетители рассказывают своим внукам, как они засыпали под эти сказки, какие сказки они слушали, как они с нетерпением ждали определенного момента, когда после позывных радиостанции можно будет услышать сказку. Насколько важно было, в отличие от современных мультфильмов, я не говорю, что это плохо, это все хорошо, но если мы говорим про радио, заставляет человека мыслить, творчески подходить ко всему. Потому что образ нужно додумывать, и персонажей тоже нужно дорисовывать каждому. Поэтому в год, когда наше белорусское радио будет отмечать свое столетие, мы тоже хотим сделать большой выставочный проект, который потом перенести в нашу экспозицию нового музея, где бы мы рассказали все богатство, накопленное за 100 лет нашим белорусским радио. Поэтому у нас очень много планов, в том числе и через вот такой показ советской эпохи в нашей новой экспозиции. Вот киностудии как делают? Да, наша Беларусьфильм тоже не исключение, они тоже так работают. Вот где-то закупают, собирают вещи, которые характерны для сегодняшнего дня. Вот 25-й год, одежда, которую носят, товары, которые продаются в магазинах. А потом пройдет вот 50 лет, и нужно будет поставить фильм, где действие происходит в 2025 году. Вот, пожалуйста, открыли свои архивы, фонды и достали тоже одежду этих времен, да. Кажется, это все, обычные вещи, недостойные музея, да? Но пройдет время, и это будет очень интересным. Я уже... Я к тому, как это все пополняется, я уже сказал, кто у вас за этим следит. Для музейщика очень важно выбрать тот набор предметов, который будет интересен в будущем. Как у нас проходит испытание наших сотрудников, я уже рассказал. Хочу только сказать о том, что мы тоже активно вовлечены были в столетие нашего белорусского кино. У нас есть филиал Музей истории белорусского кино. Мы создали совершенно принципиально новую экспозицию, где рассказываем историю нашего кино. И, кстати, хотел бы напомнить о том, что именно сегодня 85 лет нашего известного кинорежиссера Валерия Давидовича Рубинчика, которому сегодня бы исполнилось 85 лет. И как раз именно сегодня в Музее кино мы открываем выставочный проект, посвященный деятельности этого кинорежиссера, с показами фильмов, которые были им сняты. Поэтому процесс идет постоянно. Единственное, что хотел бы сказать, те предметы, платья, костюмы, которые мы отбираем и которые сохраняются у нас в фонде, их нельзя одеть во время съемок какого-то фильма. Но они служат прототипом для того, чтобы пошить из современных тканей очень похожий костюм для того, чтобы его можно было использовать во время съемки какого-то исторического фильма. Музейный предмет – это особый предмет, с которым большая инструкция, как им пользоваться, как хранить, как экспонировать. Поэтому это отдельное волшебство. И мы бы тоже мечтали бы, чтобы у нас были
возможность открытого хранения фондов, чтобы посетители могли тоже со временем пройтись по нашим фондам и увидеть то волшебство, как с этими предметами работают наши специалисты, как работают реставраторы, как мы сохраняем наше наследие. Ну, я думаю, что мы к этому тоже подойдем. Вы знаете, люди не всегда даже понимают ценность предметов, которые у них есть. Вот как какая-то антикварная мебель, либо вот творчество их там предков, то, что от бабушек, от прабабушек осталось, то, что делали своими руками. Некоторые люди, хранят, потом избавляются от этого. Может быть, каким-то образом и музей бы заинтересовался. Может быть, есть вот то, чего не хватает еще в ваших коллекциях, но, возможно, есть в домах у наших белорусов. Музейщики – это особые люди, они фактически коллекционеры. Но если коллекционеры это коллекционируют для себя, то мы изначально понимаем, что перед нами груз ответственности. Мы это коллекционируем, то есть не коллекционируем, а собираем для страны. И учитывая, что перед историческим музеем всегда стоят очень серьезные идеологические задачи в первую очередь, поэтому процесс отбора, он очень сложный. Мы, конечно, не можем сделать так, чтобы абсолютно все собрать, и чтобы не было утери исторических артефактов, в первую очередь через частные коллекции. Но мы над этим работаем, и, по крайней мере, в области законодательства тоже предпринимаются активные усилия для того, чтобы ограничить вывоз древних предметов, для того, чтобы перед тем, как дать разрешение на вывоз, специалисты могли осмотреть эти предметы и определить, нужны они в первую очередь для музея, или все-таки их можно вывести. По крайней мере, такое правило работает в большинстве передовых стран мира, где музей обладает правом вето на закупку предметов, которые он считает нужным, даже через аукционы, отменяя какой-то аукцион для того, чтобы эти предметы шли в коллекцию именно музея, а не частного коллекционера. Или для того, чтобы запретить вывоз предмета и взять его на контроль, чтобы он оставался на территории нашей страны, а не был бы в последующем тайно вывезен куда-то. Но это очень сложный процесс. Мы понимаем, что есть понятие частной собственности, и это еще и с законодателями, и все Министерство культуры будет еще долго работать. Это процесс усовершенствования бесконечный. Но мы эту проблему видим, над ней работает все Министерство культуры, все музеи, поэтому работа идет, и все, кто считает необходимым, что они могут поделиться с музеем своими какими-то артефактами, какими-то коллекциями, мы всегда приветствуем и каждый вопрос индивидуально рассматриваем. Александр, вот вы говорили про новое здание, новую экспозицию, о том, что человек, который придет в этот музей, он должен чувствовать гордость за свою страну. Фактически экспозиция должна пробуждать патриотические чувства. А иностранцы, они что должны чувствовать, придя в новое здание нашего Национального исторического музея? Ведь об этом тоже думают создатели заранее, уже на этапе проекта здания музея и концепции экспозиции. Большое спасибо за вопрос. Иностранцы должны, по крайней мере, быть уверены, что они не зря приехали в Беларусь, что это интересная страна, что они для себя узнали много нового. И то, что в Беларусь нужно вернуться как минимум еще раз, и то, что они видят на улицах, гостеприимство и радушие белорусов, это воспитывается историей. Мы уникальный народ, потому что пускай кто-нибудь найдет какую-то войну, которую мы инициировали. Пускай кто-нибудь найдет факт, что мы там претендовали на какие-то там территории или кого-то хотели обидеть. Такого
в нашей истории нет. Отдельные случаи, когда всегда есть какая-то группа людей, которых заносит, опять же, наша история свидетельствует о том, что наш общий разум народный всегда вот этих людей ставил на место, и всегда побеждала какая-то конструктивная позиция для того, чтобы бренд нашей толерантности всегда сохранялся. Я не могу сказать, что у нас не было каких-то там погромов на национальной, религиозной почве, но это были какие-то такие очень местечковые частные случаи, которые не были глобально поддержаны народом, и всегда они осуждались. Даже если там какая-то была политика отдельного чиновника или отдельного князя, но всегда в народе существовала толеранция ко всем религиям, национальностям, и мы это всегда в нашей истории показываем. Поэтому именно это все должен увидеть иностранец, что нация, которую он представляет, жила на территории Беларуси испокон веков, они не терпели никакого гнета, ни религиозного, ни языкового, ни национального. Их культура всегда приветствовалась. И опять показываем нашу мультикультурность, когда мы гордимся тем, что те нации или народы, которые приехали к нам и остались у нас жить, особенно это касается советского времени, когда многие приехали по комсомольским путевкам, по распределению, остались здесь, что их культура учтена, что она обогатила нашу белорусскую культуру, и белорусская культура – это не культура только всего лишь одного народа белорусов, которые являются титульной нацией, но это культура всех народов, которые проживают на эту территорию. Для нас они все с большой буквы белорусы, потому что живут рядом с нами, восприняли наши обычаи, традиции, и мы готовы строить Республику Беларусь без всяких религиозных и этнических разногласий. А еще про объективность. Может быть, у каждого народа есть такие страницы истории, которые не хочется вспоминать. Лучше забыть. Новый музей как будет подавать такие события? Если сложный какой-то период, как-то противоречивый, скажем так. Мы не собираемся показывать, что мы хороший, а кто-то плохой. Если мы показываем, что на нас напала гитлеровская Германия, это уже отрицательный факт. И мы показываем все зверства, которые принесла война. Мы показываем те нации, представители которых принимали участие в карательных каких-то мероприятиях. Но наша задача это не показать, что мы лучше выпечить себя, не показать какой-то национализм, а мы должны показать, что мы всегда остаемся людьми, что мы всегда человечны и готовы в любой нации видеть таких же, как и мы, видеть человечность этой нации. Поэтому и с той же самой Германией мы готовы дружить и видеть в них самое лучшее человеческое качество и достоинство как нации. Люди есть всякие, как у нас, так и в Германии. Но мы должны... Будущее невозможно строить на ненависти, на каких-то противоречиях. Будущее строится на взаимопонимании и созидании. Это наша принципиальная позиция. Александр Васильевич, наши слушатели очень заинтересованы своей историей, своим будущим. И задают глубокие вопросы. Они действительно со всей, в общем-то, душой болеют за наше музейное дело. Значит, я задам несколько вопросов, которые, действительно, в общем-то, попытаемся ответить хотя бы на 4-5 вопросов. Значит, музей будет говорить о нашей истории, но, видимо, это современный музей, он все должен, в общем-то, современнивать формы подачи, методы подачи своих материалов. Слушатели интересуют, сохранятся ли традиционная подача материала через экскурсовода, и будут ли какие-то новые формы с дополненной реальностью, с использованием 3D, может быть, у нас будет виртуальный музей. Как уже это продумываются ли такие концепции? Все-таки хотят видеть исторический музей современным. Спасибо большое. Все то, что вы сказали, оно учитывается, и оно будет у нас в музее. Музейщики сами люди очень консервативные. Для нас главное – это артефакт, это непосредственно исторический предмет.
Как я уже сказал в начале передачи, без артефакта, без исторического предмета невозможно объективно показать историю. Поэтому в основе рассказа о любом периоде истории должны находиться именно исторические предметы. Фотографии, исторические картины, то есть все, что мы накопили из нашей истории. Да, я не фотографии закончил. Появились-то не так давно в историческом, да, вот хотя, чтобы не просто за витриной лежал какой-то предмет, а хочется, чтобы его можно было со всех сторон рассмотреть, есть гравюры, есть барельефы, есть письменные источники. Я понимаю, что фотография это 150 лет, это еще достаточно небольшой период. Какое-то древнее украшение, чтобы о нем был рассказ еще какой-то. Разумеется, конечно. А весь интерактив, который мы используем, это для того, чтобы показать и сделать понятным, как эти предметы служили в нашей истории. Потому что, когда предмет лежит в витрине, сколько о нем не рассказывай, всегда кто-то хочет узнать, все-таки как он служил. А предмет можно оживить? Можно оживить. Через звуковые какую-то копию его образы, можно потрогать. Опять голограммы. же, сколько ни говори о мечах, для того, чтобы понимать, вот даже сегодня вот тактильные предметы приветствуются в музее. Музей – это территория, где можно все. Поэтому исторические предметы находятся в витрине, но все остальное, оно приветствуется для непосредственно восприятия. Это через копии мы показываем, как я уже сказал, меч, для того, чтобы можно было понять, насколько он тяжелый, какая должна быть была физическая сила для того, чтобы им пользоваться. И для того, чтобы хотя бы иметь представление, что оборона своей земли всегда была очень тяжелым делом. Мы не делаем героизацию военных сражений, но тем не менее мы тоже показываем, что люди, которые отстаивали свое отечество, они всегда достойны памяти и уважения. В какой бы армии они... То есть, не то, что совсем в какой армии они бы ни находились, а тех государств, которыми мы считаем своими государствами как правопреемниками. В этой ситуации голограмма какая-то хороша бывала, разумеется, конечно, да. Уже очень ждут этого от музея наши слушатели. Когда... А вот меч вы сказали, да, а действительно, если поддержать меч или там доспехи, да, сколько это весит, конечно, вот этот оригинальный предмет, его нельзя трогать. Оживить его по-настоящему. Но вот, чтобы человек на себе это прочувствовал, может быть, да. Конечно. Поэтому на сегодняшний день музей очень составляет очень... Это большая фабрика. Например, передовые исторические музеи, перед тем, как пустить человека в экспозицию, делают введение через просмотр небольшого фильма. Для того, чтобы сделать более понятным нашу историю, чтобы меньше экскурсоводу было вступительной работы. И для того, чтобы дать понять, почему некоторые брендовые вещи являются для нас знаковыми и священными. Надо как, еще, например, чтобы захотелось смотреть крест Ефросиньи Полоцкой, Слуцкий пояс. Вот для того, чтобы Ватинанка, которая у нас вот недавно была признана ЮНЕСКО как нашим нашей ценностью, нашей духовной ценностью и материальной в том числе. Поэтому вот такие вот вещи брендовые. Почему мы гордимся Мирским замком? Почему замок, дворец в Несвеже для нас тоже является... Почему мы его выставили как наследие ЮНЕСКо? Почему Беловежская пуща является для нас тоже важным таким природным комплексом, который мы тоже считаем объектом ЮНЕСКо? То есть это все идет через фильм, видеопоказ. Дальше для того, чтобы уже непосредственно, когда человек подходит к этому предмету, чтобы он его увидел, через инфопанель мог рассмотреть в деталях, увеличить его во сколько угодно раз. В проекции посмотреть, да. Конечно. И для того, чтобы потом мог с этим предметом поучаствовать через какой-то интерактив. И еще очень интересный вопрос. Значит, слушательница из Могилева говорит, что христианство на Руси больше тысячелетия. Вот будет ли в новом музее какая-нибудь, может, отдельная экспозиция становления христианства? Будет ли там история наших белорусских святых показана, наших культовых мест? Вот вы некоторые из них уже вспомнили. Нет, разумеется.
христианство и наша духовность – это неотъемлемая часть белорусов. Без показа наших духовных ценностей невозможно раскрыть нашу ментальность. Кстати, не только христианство, да? Конечно. Мы Будет как я уже, опять же, в программе уже говорил, мы показываем всю нашу не то что веротерпимость, а мультикультурность, Да. когда обычное явление у нас в любом городке, когда и церковь, и костел, и, возможно, еще и раньше синагога, и даже в некоторых наших городах и мечеть находились в рамках одной площади. И сейчас такие есть места. Конечно, да. Поэтому, когда люди выходят из своего храма, они с удовольствием всегда приветствуют друг друга, желают всего самого лучшего в связи с каким-то религиозным праздником. И самое главное, у нас всех практически смешанные семьи. Мы даже когда там вступаем в брак или записываем ребенка, скорее всего, один русский, второй белорус, как-то вот делаем так, чтобы было согласие в семье. Но при этом ни в одной семье никто никогда не будет кого-то порицать, что кто-то какой-то не той национальности. Брат и сестра, они родные по крови. И вот через это все мы показываем и единство всего нашего народа. Поэтому религия – это составная часть нашей культуры. Александр, может быть, последний вопрос? Ну, да? еще два есть вопроса. Давайте Может два, быть, хорошо. коротко мы, Буду ответим. Значит, ведется ли работа по возвращению музейных ценностей? Ведь известно, слушательница из Минска говорит, что во время войны утеряно много, и было вывезено и фашистами, и часть из них и в России осела. Вот идет ли эта работа сейчас? Просто так возвращать никто не хочет ведь. Я согласен. Вместе с Генеральной прокуратурой, поверьте, мы каждый день над этим работаем. Это очень сложный процесс. Мы постоянно работаем в архивах для того, чтобы детально постараться изучить и восстановить любые малейшие детали из тех событий, когда наши музеи были разграблены. Из исторического музея в 1941 году в фашистскую Германию было вывезено 4 вагона культурных ценностей. Все остальное было выброшено и уничтожено. И мы тоже стараемся оценить этот ущерб. Постоянно работаем, наша экспертная группа, которую я возглавляю, для того, чтобы по всем нашим учреждениям культуры и архивы в том числе, чтобы постараться, как это возможно, все учесть и запечатлеть для будущего, и мы постоянно в работе над этим вопросом. И еще такой вопрос. Как известно, на территории Минского замчища идут раскопки, найдены некоторые артефакты. Может, назовете как несколько таких вот экземпляров, которые пополнили музей? Скажем так, раскопки идут. Ими занимается Институт истории, отдел археологии. Поэтому пока вопрос еще не закрыт, то есть раскопки не закончены, они все находятся в Академии наук. После того, как научная работа будет завершена, будет принято решение, какому учреждению культуры что передать, но принято принципиальное решение о том, что в новой экспозиции будет раздел, связанный с Минским замчищем. Спасибо вам. Сёння ў нашай студыі быў дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі Александр Храмой.